Но я уже одно 5-литровое ведро собрала. Вот, поменяла дислокацию поближе к лесу. Детям надо, потому что в городе цены за литр очень высокие, поэтому думаю, съездим-ка мы на болото и соберем ягоды. Лариса Батьковна. Да. Я, конечно, понимаю, для меня всегда была женская логика темный лес. Ты почему ведро полное взяла, а не пустое? Я взяла это красное, вот сюда поставлю, и зеленое собирать взяла, потом высыплю. У меня тут было красное пустое ведро. Если бы ты его взяла, точно так же легче таскать было. Надо наполнить то ведро, которое начали наполнять. Как? Ладно, понял. Понял, это я пошутил. Сейчас бы это почти полное красное ведро я бы таскал. А не это пустое красное. Ну ладно. Что хочет женщина, то хочет Бог. Где около леса находишься, там брусника когда-нибудь была? Не знаю, в лес не заходила, надо посмотреть. Но тут клюква твердая и даже местами белобокая. Вот там, где мы сейчас собирали, там мягкая, переспелая, а тут вот такая твердая, на хранение как раз бы. Ну, быстрее соберешь, раз не ляскается. Так что можешь подойти сюда и зайти в лес посмотреть. Я хотел в другую сторону сходить. Ну, раз ты предлагаешь, куда мне деваться? Иду. Ну что, сходить с разведкой намного интереснее, чем клюку собирать. Тут реально везде ягоды, блин. Куда и наступать не знаю. Вот жизнь. Все в ягодах. Супер ягодах. Хотел до леса зайти бруснику посмотреть. Ну раз ягода тут ступить некуда, пособираю немножко. Тебя подвиг. Нам хватит ведра-то? Так и я извиняюсь, у меня спина слабая, радикулитная, поэтому я на коленях. Все усыпано, дрободан. Ай, для легкой защиты наколенники. Ну что, понеслись по кочкам? Ну что, на соревнования вызываешь или нет? Это тебя подстегнет, ты за 10 соберешь. Чтобы мужчинам не уступать. Что, я тебя не знаю, что ли? Не раскусился за много лет. Слушай, тут дофига белых. Классная ягода, классная. Супер классная. Везде она. Если про погоду говорить, то она не хорошая, а очень хорошая. Солнце светит, то бишь тепло. Плюс ветерок, блин, это самое, мушку сдувает. И комаров нету. У меня дно почти закрылось. Ну, 1/20 ведра. Производительность труда надо повышать у тебя. Реально дофига клюквы. Надеюсь, клюква покраснеет, прежде чем когда отправишь. Снизу она вся белая. Это около леса, наверное, тень больше давала. И прогрева такого не было. Так, а что я одной рукой? Слушай, а у меня реально закрылось. Героя России я, конечно, не требую, но как поощрять будешь? Когда ягоды нормально, как ты тут откажешься собирать? Мадам, не отставать давай, а то что-то мои ягоды чаще брякаются, чем у тебя. Просто
стартанет, тебя бьют по дну, а у меня уже по ягодам и не слышно. Выкручивайся, выкручивайся. Ух ты! Да, реально ягода, урожай. Сколько ты говоришь, в Ухте там стоит? Рублей 300. А что это, дорого что ли? Вот тут продают 150. 150? Судя по ценам, точно ягоды много. У нас. Красота. Ну, Лёва, собрал уже? Литр? Не знаю. Если так дело пойдет, у меня пол-ведра скоро будет. Делаю вид, что я верю тебе. Какие сомнения? Короче, пока ты не соберешь ведро, Стакан за ведро пойдет? Тогда собрал. Ну, дно 100% закрылось. Пол ведра. У тебя? 2 литра есть. Сейчас загоним, перегоним. Тут хоть влево, хоть вправо поворачивайся, везде навалом ягод. Ягоды море. Вот просто куда ни глянь, везде ягоды. Даже у меня Сергей начал собирать. Видите, он на коленях с большим ведром собирает ягоды. Я не собирать, а супер собирать. Дофига уже. Сказал, что дно закрылось. Закрылось. Просто не удержался. Он хотел в лес пойти, бруснику посмотреть, но увидел, сколько ягод. Вот, прям усыпано. Не удержался, говорит, пособираю я тоже. Ну, ясно дело. Мимо пройти некуда наступить, до леса не дойду. Правильно. Дофига ягоды, дофига. Тут реально пошел в лес, называется, ступить некуда было. Так, ладно, у меня оружия нету, рябчиков, пофиг. Слушай, а тут боровая птица запросто может это. Так, что одиночками собирать, когда горстями можно? Горстями. Красота. Слушай, а тут, по-моему, недозрелая, белобокая. ну, белобокая. Глазом не успел моргнуть, дофига собрал. Да, тут не просто дно закрылось, а капитально закрылось. Ну, хвали себя, молодец, Серега. Не могу сказать, что 10 литров, конечно, уже есть, но есть, немножко есть. Во, смотри, Некуда вступить. Ну, молодец, майонезная банка есть. ящик майонезных банок. Молодец, молодец. Да, кто сомневался. Когда я такой собирал последний раз, даже не помню. Я тоже не помню. Нормально. Но мне надоело так. Давай. Женщина. Кто у нас шея, кто не, а кто нет. Тебя довезли и увезу. А то сейчас оставлю, как всегда. По крайней мере, как всегда, пригрожу. Так, ну это и детское производство на клюкву, сбора клюквы. Все сырое. Ну да ладно. Ну, зато клюкву немножко собрал. Помощь. Помощь слабым женщинам. Спасибо, дорогой, спасибо. Мне приятно, что ты мне помог. Это, у меня душа широкая, дарю. Майонезную баночку, да? Какая майонезная, ты чё? Почти ведро. Чуть-чуть не заполнилось. А ветер капитально мошек и комаров сдувает. Класс. Пока собираем, ни одного не видел. Этот товарищ почти мешок собрал. Практически мешок собрал. Молодец. Молодцы, ребята, не ленивый народ. Дофига собрали. Сильно дофига. Так, это
Так, к машине просто выносите или уже собрались домой? До обеда успели. Да, он мешок собрал, нифига. Ребята, реально мешок. Молодцы. И еще собирает. Ну, явно не ленивые товарищи. Ты что там, ведро собрала свое? Ну, еще пол-литра надо собрать. Пол-литра. Ну, Я в ту сторону к ведру, собирая, буду идти. хорошо. Ты мне пол-литра несешь? Ну ты сказала, тебе пол-литра не хватает. Ну, твои Да, мои. 300 грамм. Фу, 300. Вон, смотри, полностью заполнила. Литра не хватало. Литр. Ну, молодцы. Молодцы. Пошли кушать. Надо обязательно на болоте покушать. Обязательно. Не в машине, обязательно на болоте. На болоте можно, конечно, экзотично покушать, но понимаешь, тут сесть негде. Ой, я стоя, но на болоте покушаю. А в лес не хочешь, тут лес недалеко. Не, Там сесть найти можно. Там ветровал наверняка. Такая задумчивость на лице. Что, Чигмоз, в смысле отдыхаете? ты бы уже давно нашел бревно какое-нибудь, а? А то сейчас Нет проблем. надо еще искать. Нет проблем. Сейчас посмотрим. Обед дело святое. По-плохому как там пообедаешь? Ну, 10-литровое ведро я собрала. Ну и 300 грамм Сережа собрал.